Здравствуйте, мои дорогие подписчики, уважаемые гости канала. Я продолжаю рассказывать о том, что вас интересует, отвечаю на ваши вопросы. Сегодня один из часто повторяющихся вопросов. В прежних видео часто повторялось, сейчас продолжают тоже мои подписчики спрашивать об этом. Вопрос звучит следующим образом. Кто такой Махди? Придет ли он к нам и когда он придет? И, конечно же, многие знают, кто такой Махди, да, я имею в виду мусульмане. Но также помимо мусульман есть и христиане, и иудеи, которые также ждут, что кого-то направит сюда на землю к нам Всевышний Создатель с тем, чтобы была установлена справедливость. Но в отличие от мусульман и христиан, насколько я знаю, иудеи считают, что придет кто-то, кто поможет им, конкретно им, да, иудеям, видимо, евреям в целом, да. Но то, что касается Махди конкретно, поскольку именно об этом задается вопрос чаще всего, Махди, как мы знаем, это человек, который, прямой перевод представляется следующим образом. Человек, который следует Аллаху, да? Вот. Но есть еще и другой перевод справедливый. Когда мы говорим имам Махди, мы имеем в виду справедливый лидер, да? Справедливый лидер. То есть Махди – это не имя человека, имейте это в виду, что у этого человека имя может быть совершенно другим, каким угодно, только не Махди. Здесь подразумевался именно перевод. Поэтому мы должны понимать, что речь идет о человеке, который поможет установить в этом мире справедливость. Это человек, которого Всевышний Создатель направит на землю для установления честности, справедливости, света Всевышнего Творца, то есть он несет с собой свет Творца, да, великого Аллаха. И таким образом у нас на земле, наконец, мы можем все вздохнуть свободно и сказать о том, что да, наконец, мы дождались того, кого ждали, фактически уже, получается, почти 15 веков, да, с тех пор, как нам сказали об этом. Вот. И, конечно же, это будет огромное событие. Что касается времени появления этого человека, конечно, я не могу назвать точной даты, это знает только Всевышний Аллах, всемогущий Создатель, но я могу сказать, что этот человек, по моим личным убеждениям, по моим личным представлениям, этот человек придет, на мой взгляд, он должен появиться до конца этого года. Плюс-минус. То есть, возможно, там еще 2-3 месяца, может быть, с того года, но этот человек уже фактически готов, потому что у меня периодически в последнее время довольно часто бывают контакты с высшими силами, и я знаю о том, что этот человек, он уже фактически готов. Почему я об этом сегодня говорю? Я имею в виду, готов спуститься на землю к нам, чтобы мы могли, наконец, обрести ту самую долгожданную справедливость, которую все ждем. Почему я об этом сегодня говорю? Потому что сегодня такой момент на планете, когда многие люди не знают, куда двигаться дальше, что происходит. Многие задают мне вопросы, и очень часто политического характера, особенно наши казахстанские зрители, очень сильно переживают за то, что нас ждет дальше. Вот неужели власть не видит той несправедливости? Многие женщины задают мне такой прямым текстом вопрос. Многие мужчины тоже спрашивают, как долго будет продолжаться то, что происходит, да, на земле. Но большинство мужчин сегодня уже, насколько я обратила внимание, именно мужчин почему-то большинство фактически, то есть у них уже вот это вот состояние бесконечного ожидания, возможно, неуверенности переходит уже в состояние агрессии, да, поэтому часто агрессируют мужчины. Но я хочу успокоить и мужчин, и женщин. На самом деле он придет, он готовится, он ждет того, как бы сказать, сигнала, что ли, когда всемогущий Аллах даст ему это повеление, чтобы он мог спуститься на землю, да, этот человек. Вот. И, по всей вероятности, этот человек уже может обитать у нас, но я уверена, этот человек, он не такой, как мы с вами, то есть это необычный человек, поэтому он вполне возможно, я не утверждаю это, но я почти уверена в том, что этот человек, он соприкасается и с высшими силами, то есть он бывает там, он имеет возможность бывать там, как ангелы, допустим, да, но только он не ангел. Он как ангел имеет возможность обитать там и здесь. Вот, кстати, когда у пророка Мухаммеда, мир ему, спросили тоже, как же люди, которые были пророками, посланниками Всевышнего, как они себя чувствуют там, он сказал, что
им разрешено бывать везде, где они захотят. Ну, то есть планета Земля или во Вселенной там находиться, да. Вот. И также у них, конечно, очень хорошие высшие места находятся в раю. Поэтому они, ну, вот то, что мы называем рай сегодня, я не уверена, это тот рай, в котором будут находиться люди потом, или это другой рай, но это рай. То есть там, где находится Всевышний Создатель, конечно, это райское место. Поэтому они тоже имеют возможность находиться там, вот, и они соприкасаются друг с другом, встречаются там, видятся друг с другом. Поэтому вполне возможно, что этот человек, он также имеет возможность обитать там, равно как и находиться на Земле. И возможно, что он уже здесь, и я имею в виду, что он и здесь, и там. То есть он может чувствовать себя как человек и может себя чувствовать как пророк и посланник, или как ангел, то есть как душа из высших сил, да? Из того места, которое мы называем рай. Место обитания называется рай. Вот, поэтому этот человек, конечно же, он очень... Из своего общения с ним я вижу, что этот человек очень чистой душой, очень добрый, очень справедливый. И этот человек, я бы сказала, что он не похож на людей. В нем есть что-то совершенно необыкновенное. Этот человек обладает совершенно какими-то уникальными качествами тонкости души. То есть он может чувствовать, он может видеть и знать гораздо больше, он может понимать гораздо больше, чем кто-либо, кого я знала, да, прежде. Ну, может быть, единственный, кто превышает, это только Аллах, да, всемогущий. Вот. Но я думаю, что он обладает таким уровнем, ну, не ниже пророков, будь то Хазрет Иса, алейхиссалам, да, пророк Иисус, или же, допустим, наш пророк Мухаммед, или Моисей, допустим, мы всем миром всем. Все эти люди, конечно, были святыми, вот, и он обладает не меньшим, вот этим вот, как бы не меньшей такой священностью, да, аурой священности и святости. Поэтому я бы хотела сказать, что этот человек, он действительно имеет те возможности и силы, которые вряд ли у кого они есть, такие силы, потому что это сила прежде всего духовного характера. Вот эта вот внутренняя чистота, правдивость, справедливость, ее невозможно сравнить ни с кем на Земле. То есть ни у кого на Земле такого уровня понимания честности, справедливости, порядочности и чести, да, пожалуй, нет. Поэтому, конечно же, он будет являться и примером, и образцом поведения, и он будет обладать такой силой, которая будет вести не просто человека, не просто там один народ или там одного президента страны, допустим. Нет, это весь мир. Фактически весь мир будет заворожен его присутствием, его видом, его вот этой вот совершенно необыкновенной статью, внешним видом. Ну, он будет притягателен во всех отношениях. И этот человек, имам Махди, он будет являть собой и как бы модель поведения, и образец того, каким должен быть человек новой эры. То есть, глядя на него, можно будет понимать, на кого нужно равняться, понимаете? Плюс еще этот человек, он будет иметь очень могущественную силу влияния на вот окружающий мир, на окружающих людей, особенно на на те реформы, которые должны происходить в мире. Поэтому те люди, которые сегодня вот находятся у власти, находятся в управлении, где-то вот управляют, да, чем-то, будь то бизнес или государственная организация, они, конечно же, все будут брать с него пример. И сейчас я не говорю о том, сейчас я ни в коем случае, я уже представляю, какие будут вопросы сейчас, да, я сейчас совершенно не поднимаю вопрос о том, будет ли революция, будут ли уничтожены те или иные президенты там и так далее. То есть я ничего об этом совершенно не говорю. Ни о какой политике я сейчас не говорю. Я просто говорю о том, что те люди, которые будут на тот момент являться лидерами тех или иных стран, они будут брать пример у этого человека. Понимаете? То есть для них он будет и наставником, и мастером, и вот как бы таким человеком, который является... Вот как пророки в свое время будет являться... Ну, пророки, они терпели крах, да, вот, то есть практически каждый из них, каждый из пророков терпел крах, но и убивали тоже пророков часто.
И вот здесь, конечно, это совсем другой случай, то есть здесь такого ничего не повторится, это уже совершенно другая будет история. И в этой истории я знаю, что каждый из вас, кто увидит его, кто будет иметь возможность слышать его и находиться где-то рядом, вы все почувствуете вот эту вот совершенно неземную, божественную такую ауру, присутствие его везде. И вы, каждый человек на земле, независимо от религии или нации, он будет тянуться к этому человеку. И этот человек на самом деле придет к каждому из нас, каждому человеку, кто обитает на земле. Он придет для земли самой, потому что, поверьте, вот, нашу планету называют Гая. Так вот, наша планета Земля или Гая, она очень сильно устала, да, от всего, что происходило на ней. Она живая, она все чувствует. Почему говорят, допустим, жер она, да, казахша, или говорят мать земля, там, матушка земля. Почему говорят? Потому что она действительно на себе держит все, и она выносит на себе все, мать земля это, да, наша. Поэтому, конечно, мы должны о ней заботиться, а не пачкать ее там всякими химическими отходами или другими отходами, не заботиться о воде, не заботиться о земле. То есть мы должны делать все, чтобы оживить это все. И вот имам Махди, он также будет одним из тех главных лиц, которые будут являть собой лидерство по защите и охране окружающей среды и нового подхода к миру, нового подхода к земле, нового подхода вообще к окружающей среде, ко всему живому, что обитает. То есть он будет, являясь представителем всемогущего Создателя и Творца, он, естественно, будет главным человеком, который будет указывать тот путь, по которому нам всем нужно будет идти в будущем. Поэтому это будет очень важный, серьезный, главный момент в нашей жизни. И ключевым моментом в данной истории будет, конечно же, ваша готовность. Понимаете, вот здесь я хотела сказать, что очень важный момент, что каждый из нас должен быть готов к тому, что всемогущий Создатель направит к нам того, кто будет вести за собой, понимаете, тот лидер, который поведет за собой. И прежде всего это будет, конечно же, и духовная, и моральная реинкарнация человека, да, то есть внутренний мир будет меняться, да, реинкарнация, я имею в виду в духовном смысле, да, и в моральном в том числе. Вот. И, соответственно, будет меняться и физическое состояние человека, потому что духовный мир, моральная составная человека, она очень сильно влияет на физическое состояние. Я часто об этом говорила в своих видео, когда рассказывала про здоровый образ жизни. Поэтому внутренний мир, он очень сильно сказывается на здоровье человека, на его внешнем виде. И молодые, молодо выглядящие пожилые люди, сегодня их становится все больше и больше, вот они представляют собой как раз вот тот пример, что это возможно. Можно быть очень пожилым человеком. Я видела женщину, которая 106 лет, и она до сих пор занимается в спортивном зале и выглядит очень красиво. Поэтому можно выглядеть красиво в любом возрасте, и мужчинам, и женщинам. Просто все зависит от того, насколько у нас в душе вот эта вот легкость, красота, вот этот свет божественный в нас, да, насколько мы чисты, насколько чисты наши помыслы, насколько чисты наши намерения, насколько чисты наши руки, каким образом мы добываем хлеб, да, насколько чисто место, в котором мы живем, и страна, город, в котором обитаем, да, насколько мы морально чисты, то есть когда мы заботимся о наших соседях, допустим, там, в 3 часа ночи не ставим громко музыку в машине, там, или вот эти ребята из компьютерного клуба, и бывают очень взрослые мужчины, которые выходят там каждый час и начинают будить всех соседей в огромных спальных районах, начинают будить их то в 2 часа, то в 5 часов, то и хохотом, и грохотом, и так далее. Поэтому, когда вот это, понимаете, холодные сердца людей начнут согреваться, когда у людей и сердце будет теплое, и мысли будут теплые, и отношение друг к другу будет теплое. Когда мы начнем заботиться друг о друге, думать друг о друге, когда мы, прежде всего, конечно, полюбив себя, потому что без любви к себе у нас нет любви. Мы не можем любить кого-то, надо для начала любить себя. Поэтому, полюбив себя, мы начнем любить окружающих, заботиться о них, заботиться о том, чтобы не было никакого вида интоксикации, загрязнения, в том числе и шумового загрязнения. Да? Мы уже загрязнили все, что можно, и землю, и воду, и прочее. И теперь уже и шумовая пошла, да, у нас. Очень часто слышим, сколько много шума на улицах создается среди ночи и так далее. Поэтому, естественно, мы должны быть очень даже сильно готовы. И этому и посвящаются практически все мои выпуски посвящаются именно этой теме, готовности к новой эре.
Поэтому, когда имам Махди придет, мы должны быть готовы к переходу в новую эру. Он будет тем главным человеком, тем проводником, который выведет нас в новую эру. Мы должны быть готовы к его приезду, к его приходу. Мы должны быть готовы для себя, для окружающих и для будущей эры, да, вот в которой мы будем жить. К счастью, у меня много подписчиков и посетителей моих видео, которые представляют собой светлые души. Я вижу, я считываю эту информацию. Очень часто я могу даже видеть людей, когда я просто читаю, допустим, ваш комментарий, и я даже вижу этих людей, насколько они добры, чисты, насколько они приятны, насколько они готовы вкладывать свою душу в себя, в окружающих людей, в эту жизнь, в природу, да, для доброй жизни, для того, чтобы дальше жизнь становилась все лучше, чище, добрее. Очень много таких людей. И я просто счастлива, что у нас есть такие люди, что у нас на планете, я имею в виду, есть такие люди, что мы сегодня можем все, объединившись, идти дальше, выше, становиться лучше, глядя друг на друга. Ну, а те люди, которые пока еще не готовы, они, как правило, проявляют негатив, проявляют агрессию, часто очень используют очень неприятные слова в отношении светлых душ. Я просто хочу сказать, что вам, светлые души, не реагируйте на это все, потому что это можно просто отнести это к их слабостям. Это люди, скорее всего, те, которые еще пока не поняли, что происходит в мире, и пока еще не готовы переходить в новую эру, пока еще не готовы начинать работать над собой. И нам лишь остается пожалеть этих людей и сказать, что нам очень жаль, что есть слабые люди среди нас. Я вам уже говорила и писала о том, что я не делю людей на плохих и хороших, какие бы плохие качества они собой не выявляли наружу, да, я все равно не считаю, что люди есть плохие и хорошие. Потому что я знаю предысторию, и я жалею часто людей в целом, человечества на Земле. Я очень часто жалею, я очень люблю всех людей. Человеколюбие для меня – это одно из главных моих качеств. Поэтому я очень люблю людей и делю людей только на сильных и слабых. Поэтому очень всем от всей души хочу очень пожелать вам всем, чтобы вы становились сильнее, потому что без внутренней силы, без этого внутреннего драйва, да, без этого вот желания встать и начинать делать что-то доброе для себя, для окружающих, менять свою жизнь, менять жизнь окружающих и менять жизнь на планете к лучшему. Пока вот этого драйва нет, человек является слабым. Если он целыми днями валяется на диване, смотрит гаджеты и больше никакими делами не занимается, кроме того, вот, что он изо дня в день повторяет и ничего не хочет менять в своей жизни. Да, конечно, в нем будет собираться агрессия, он так и будет оставаться в сознании третьего измерения, то есть это то сознание, которое нам привнесли на нашу планету, к сожалению, темные силы. Поэтому, об этом я отдельно, кстати, сейчас хочу подготовить ролик дополнительный, небольшой ролик на эту тему, поэтому, если вам интересно, посмотрите. По поводу частот, измерений тех, в которые мы сейчас переходим. Ну что ж, всего вам самого доброго, спасибо вам за внимание. Надеюсь, что вы теперь будете не просто верить в то, что имам Махди когда-то придет, но в то, что он уже готов прийти в любой момент, он может прийти, он приходит и уходит с планеты Земля, но он имеется в виду, что вот как бы объявить о том, что он пришел на Землю, я имею в виду этот момент, он может произойти в любой момент, и до конца этого года, на мой взгляд, это произойдет. То есть не теряйте надежду. Вот что я хотела сказать. Дорогие мои люди, не теряйте надежду, не теряйте веру в себя, веру во Всевышнего Создателя, Господа миров, великого Аллаха. Не теряйте веру. Ни в коем случае. И он будет проявлять себя. Он и так каждый день себя проявляет. Особенно в судьбах людей. Но здесь вот всецело по всей планете вот эти вот такие колоссальные, грандиозные перемены, которые будут происходить под дирижирование вот именно высших сил, да, и в особенности, конечно, великого Аллаха, они должны произойти в любой момент, то есть они могут начинать раскрываться в любой момент. И мы все просто должны неустанно работать над собой для того, чтобы стать чище, выше, добрее, светлее, и чтобы подниматься, вот как ангелы, подниматься ближе к высшим силам, подниматься ближе к краю, вот нашим внутренним состоянием, нашими помыслами, нашими намерениями, делами, словами. Поэтому всегда старайтесь игнорировать негатив. Даже если вас ругают, кричат, шумят, постарайтесь это не принимать. Вот пока вы не принимаете это всей душой, своими мыслями, пока вы это отгоняете, эти мысли, они не ваши, и они
не имеет никакого к вам отношения. Поэтому ни мысленно, ни эмоциями, вообще ни телом, ни душой не принимайте негатив. Понимаете? Всегда старайтесь улыбаться чаще, любите себя. Вот когда вы будете любить себя, вы на самом деле будете относиться совершенно безразлично к негативу. И вот в этот момент как раз и возникнет вот то самое чудо, которое мы ждем. То есть мы не просто будем готовы к приходу нашего долгожданного имама Махди, но и к тому времени мы уже будем готовы войти в новую эру. И это самое главное для каждого из нас. Ну что ж, мои дорогие, еще раз спасибо вам за внимание. Желаю вам всего самого светлого, самого доброго. Будьте счастливы. До новых встреч.